Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Посвящаю это видео своим однополчанам. Где же вы теперь, мои друзья однополчане? Это мой дембельский альбом. Поехали. Открываем первую страницу. 86-88 года. Приказ министра обороны генерала армии Язова. Это приказ об увольнении. Там вот такая страничка у меня идет. Здесь мои. Сохранил все документы. Повестка моя. Еще одна повестка. Это предписание. Напутствие призывнику. Хочу ее прочитать. Сердечно поздравляем тебя и твоих близких и с большим и важным событием в жизни. Призывом в ряды вооруженных сил СССР для прохождения воинской службы. Великая честь для молодого человека стоять на страже мирного труда советских людей. Настойчиво овладевай военными знаниями, боевой техникой и оружием. Становись отличником боевой и политической подготовки. Всегда сохраняй непоколебимую верность воинской присяге. Уверены, что ты будешь честно служить Родине, беспрекословно выполнять все воинские уставы, приказы командиров и начальников. Будешь честным, храбрым, дисциплинированным и бдительным воином. Пусть тебя вдохновляют ратные трудовые подвиги старшего поколения, твоих земляков, прославивших боевые знамена на нашей родной и любимой советской армии. Не жалей сил, чтобы своим трудом приумножить ее славу. Мы верим, что ты с достоинством и честью исполнишь свой воинский долг. Твоими успехами будут гордиться родные и близкие, коллектив, в котором ты трудился. Будь достойным патриотом нашей социалистической Родины. Счастливой воинской службы. Какие слова, да? Это мое воинское удостоверение. Попал я служить в город Полтава. Это вот я сам рисовал. Поступал в художественное училище, до армии не поступил. А потом после армии поступил все-таки. А так вот, это мои художества до училища. Вот наш родной выпуск. Так, давайте-ка я здесь вот так поставлю. Выпуск специалиста связи. — 1986 год. Полтава. Может, кто узнает своих родных. Вот это Шатурко Владислав. Мы потом будем служить вместе в Московской области, из Белоруссии. Мой друг. Ищу его, до сих пор не могу найти. Кого здесь еще? Вот Тагир Аглы. Извините, я неправильно сказал. Я даже запомнил полностью. Такой веселый парень. Вот стоит Алиев Абос Ганиевич с Узбекистана парень. Вот узбеки парни, кстати, они трое. Джамбуршинов, Алиев Абос Ганиевич, мой друг и товарищ. Тоже его ищу. Все никак его не могу найти. Вот забыл друга, он художественно заканчивал, по-моему, даже когда-то рассказывал. Не помню. Тоже с Узбекистана парень. Хорошие, вообще хорошие ребята на служении. Сейчас я тут свой список заставил. Это вот Миша Черепюк стоит. С Украины.
кого вот сейчас помню. Это Ясы. Касаткин. Имя вот забыл. С Питера парень. С Ленинграда. Наши командиры. Отцы сержанты. Так, кого здесь из ребят помню? Касаткин. Толя, по-моему, звали. Вот ребята с Азербайджана. Тоже забыл уже, как зовут. Это вот мы в Полтаве служили. Видео, наверное, будет длинным. Но ничего страшного. Это мой путь. Так, давайте я вот так меньше. Так. Нарисовал. Это калька. На кальке с Якутска. Летели мы в мае 6 часов до Москвы. Там сидели еще в маяке долго. Потом через Харьков ехали на Полтаву. И в мае мы уже были в Полтаве. И в это время как раз чуть раньше была авария на Чернобыльской АЭС, на которую нас хотели отправить. Но мы ждали, прождали все лето, до осени ждали приказа, но нас так и не отправили. Но нам повезло, видать. И вечная память ребятам, солдатам и всем, кто сложил свои головы там в Чернобыле. Так, потом давайте я сейчас дальше поеду. Вот Касаткин Толя. Вот тоже вот со временем я позабыл. Уже это прошло-то уже сколько? 33 года, как я пришел с армии. Может, кто узнает себя, своих родственников. Напишите в комментариях. Очень ищу. Давайте я вот эту фотографию поближе покажу. Может, кто узнает. Служил весь Советский Союз. Так. Сейчас я посмотрю страничку. Это уже осенью. В учебке же был в Полтаве. Вот, извините. И вот мы уже осенью, видите, в шинелях стоим. Вот мои товарищи. Владиславом Шатурко мы так и прослужим 2 года вместе. Я вот стою. Наш командир. Забыл тоже имя, фамилию. Это мои земляки. Это я стою молодой. Абоз Ганиевич. Очень-очень хочу найти его. Парень с Узбекистана. Это мы на стрельбище в первый раз стреляем. Это мои земляки.
Миша Черепюк, мой товарищ и друг с Украины. Здесь тоже все документы, удостоверения, там окончание учебной части. Все сохраняю. Это вид Полтава сверху. Она, оказывается, как у нее на горе есть и ниже есть уровень. Мы ходили в патрули. Это я открытки купил. Это здесь такие удостоверения о прохождении сборов. Бережно храню все. Это вот фотография города Полтава. Это не фотография, в смысле фотография, но это открытки. Все бережно храню. Потом после учебки попали мы по распределению в поселок Беловод, Московская область, космическая связь генерального подчинения. А так ребята у нас с Полтавы, узел связи же был там в центре города, и распределяли по всему миру. Многие ребята у нас попали на Кубу и в другие соцстраны. По всему миру. Воинская часть нужна. 222-85, литера Б. Мой дорогой однополчанин Сецоха Вячеслав. Кстати, я его нашел, и мы переписываемся. Вот забыл товарища. Извините, конечно, мои друзья дорогие. Со временем все-таки память человеческая стирается, забывается. Вроде бы молодые были, помнили друг друга, да, по именам. Некоторых я записал, кого очень хорошо помнил, не записал. Надеялся на память, но все-таки забыл. Вот карта такая. Как мы ехали с Полтавы. Опять же через Москву. 86-й год. Вот, дорогой ты мой друг. Извини меня, вот забыл имя, фамилия. С Таджикистана парень. Дорогие подписчики, может кто узнает, напишите, пожалуйста. Очень-очень ищу. Доброй души человек. Не забываю. Ведь мы служили же в Советском Союзе и были все ребята, все национальности. Со многими я познакомился. Давайте я еще раз поближе покажу. У меня есть подписчики с Таджикистана. Может кто-то узнает, может как-то там через знакомых отправит фотографию. Ищу своего сослуживца. Поселок Белоомут, 1986-88 год. Несколько человек всего лишь я нашел, сослуживцев своих. Это мой командир отделения Слава Плотников. Тоже очень ищу. Добрейшей души человек был. Хороший парень. Вот действительно
Настоящий отец-командир. Слава, если ты видишь, напиши. Отпишись в комментариях. Как я говорил, служили все Советского Союза. Вот мы в роте снились. Это ребята грузины. Тигилашвили Гигля и Циклаури Васо. Циклаури Васо вот стоит выше. Мы с ним в Полтаве служили еще. Так он в другой роте был. А Гигля вот с левой возле меня сидит. Хорошие ребята. Это наша рота. На кальке нарисовал чернилами. Наше окно было вот. Мое окно. Это наша рота была. И спортгородок сзади. Это наши дедушки. Извините, не помню, конечно, имена, фамилии. Это на полгода старше нас. Слава с Васо. Или просто Вася. Вася мы называли. Вася, Васо. В армии я бегал на лыжах, занимался. Наша часть вообще лыжная была. Вот на соревнованиях ездили на лыжню России. Это, наверное, одно из первых соревнований было. Это мы бегали по воинским частям. Это наши командиры, отцы-командиры космических станций. Посмотрите, может, кто узнает своих родных. А вот я стою. Это мой командир по космической станции. Это наш прапорщик Латыпов. Не помню, как зовут. Вот он нас тренировал. Массаж нам делал. Вообще отличный человек. Доброй души человек. Генерал стоит. Первый раз я увидел в армии генералов. Это в Полтаве. Это мы уже здесь лыжи подготавливаем. Это я стою. Это наши офицеры. Но меня, наверное, узнаете среди офицеров. Это мои друзья. Это мой дедушка по армии. Латыпов. Латыпов. Как же звали-то? Сейчас. Нургали, по-моему, где-то я записал. Нургали Мутагарович. Вот я вспомнил. Это я не помню. Слава, по-моему, называли. Вот мы лыжники. Это мы в автобусе снимались в пазике. И вот хорошая фотография. Это мы в Белоомуте снялись весной. Так, давайте я вот так положу. Я лучше приблизу и расскажу. Так, давайте вот так как-то. Это Леша Рогозин. С Ленинграда парень. Мы сейчас до сих пор переписываемся. Нашли друг друга.
Латыпов Нургали. Ой, извините, не Латыпов, Мухаметов. Мой дедушка. Это, по-моему, все-таки Слава его звали. Вот он здесь на фотографии вышел. Вот он стоит. Это, ребят, не помню. Это я. Это Ёлкин. Имя тоже забыл. Хорошо парень бегал. На полгода младше призыва. Вот это наша лыжная команда воинской части. В то время же фотографии редкость была, тем более в космической связи. Нельзя было фотографировать, но вот на соревнованиях сфотографировали. Это я убегаю на эстафету. Эстафета была. И вот мне передают. Это наш замполит части стоит. А это я уже эстафету передаю. Передаю своему командиру. А это вот уже мы в части фотографировались. Даже не помню уже, кто это нас фотографировал. Чурич Октавиан, очень ищу тебя. Вагин Вадим. Чурич Октавиан, вот он сидит. С Молдавии парень. Вася с Грузии. Слава Святоха. С Одесса мама. Одесса мама. Переписываемся. Нашли друг друга. Вадим вот сидит. С Горького города. Это я молодой спортсмен. Вот с Вадимом мы сидим на спортплощадке. Это мы балуемся с ее. Это мы со Славой Святоха. Да. Хорошие воспоминания. Вот мы здесь еще все рядовые. Слава, Лосо, Гигля, я. А это мы у командира на учениях, как военно-политическая подготовка. Это я молодой в ленинской комнате. Это уже второй срок службы. И что самое интересное, да? Друг у меня армейский. Был. Мы вместе рисовали. Максим Середа. Максим, если ты видишь, ты помнишь вот эту стену, которую мы вместе рисовали? Максиму сейчас я покажу. Правда, здесь армейских нету фотографий, по-моему. Это домашние фотографии. Вот Максим. Мы боевые лески вместе рисовали в карауле. Ну вот мой альбом дембельский.
дембельский альбом. Посмотрите, вот из чего он сделан, думаете, да? Вот это покрашено, конечно. Зубной щеткой вот так сделано. Прыскаешь краской. Буквы из меди. Это сделано из портянок. Обшил я портянками. Вот здесь даже край видно, что это портянки. Зимние портянки. Чтоб чувствовалось действительно, что это была служба в армии. И хочу еще показать вам грамоты и прочитать, да? За нашу советскую родину награждается рядовой за примерное исполнение своего воинского долга, высокие показатели в боевой и политической подготовке и в честь 69-й годовщины Советской армии военно-морского флота. Командир воинской части 222-85, полковник Анашкин. 87 год. И через много-много лет, когда я уже приехал с армии, дембельнулся, мама мне показала благодарственное письмо, кажется, прислали с армии. Я даже его и не видел, и не знал про него. Давайте я прочитаю. Благодарственное письмо. Уважаемая Тамара Семеновна и Зиновий Алексеевич, ваш сын Алексей, находясь в рядах вооруженных сил, честно и добросовестно выполняет свой служебный долг по защите нашей любимой Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Выполняя исторические решения 27-го съезда КПСС, он добился отличных результатов в боевой и политической подготовке, изучил и освоил вверенную ему боевую технику и оружие, являясь примером для своих товарищей. За инициативу и старания при выполнении долга службы он неоднократно поощрялся командованием. Командование партийной и комсомольской организации части благодарят вас за то, что в лице вашего сына вы воспитали подлинного патриота нашей Родины и уверены в том, что он и впредь будет служить образцом выполнения своего воинского, выполнения своего служебного долга. Командир воинской части 222-85, полковник Анашкин. Вот это очень дорого для моего сердца. Это наше родное советское. Дорогие мои однополчане, кто, может быть, случайно зашел на мой канал, увидел, или, может, кто-то родственники узнали своих знакомых, родственников, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень-очень жду. Очень жду, ищу, надеюсь.